Веселится весь народ, песни, юмор, пляски. Здесь гармошки, хоровод, сабантуя, краски. Это небольшой отрывок из стихотворения Валерия Рыбалкина раскрывает всю суть праздника. Сабантуй 2015 в Мамадышском районе стал настоящим испытанием. Но ни ветер, ни дождь не смогли испортить праздник. Неотъемлемой частью праздника, как и всегда, стали конные скачки. Именно они открыли и в этом году районный Сабантуй. Первым финишную черту преодолел Олег Шалахеев. Вот уже третий год подряд я становлюсь лучшим в конных скачках. Очень люблю лошадей. Перед соревнованиями мы за ними ухаживаем особо тщательно. Каждый день выводим на прогулку, говорит Олег Шалахеев. Не оставил равнодушным мамадышцев и выступление картингистов. Рафиль Салихов побеждает в этом виде спорта уже не первый год. Примерно 5 лет занимаюсь спортом, этим видом спорта, но очень нравится. Вот и буду продолжать заниматься таким спортом. В торжественной церемонии открытия Сабантуя приняли участие более 400 человек. В художественной постановке отражались все самые главные события в жизни района и Татарстана, в том числе 70-летие победы в Великой Отечественной войне и месяц Рамадан. Кульминационным моментом праздника стало исполнение гимна Мамадыша. Эту почетную миссию выполнил знаменитый мамадышец Валерий Шрыков. Поднять в этом году флаг Сабантуя доверили батыру полей Алексею Журавлеву, абсолютному батыру Сабантуя 2014 Максиму Степанову и ветерану Великой Отечественной войны Вахиту Галееву. Глава района Анатолий Иванов первым поздравил мамадышцев с праздником и пригласил на Майдан главных виновников торжества – работников сельскохозяйственной сферы. Благодарственным письмом главы района и денежной премией в размере 50 тысяч рублей наградили лучших механизаторов. Ими оказались Владимир Бабатьев, Альберт Тимофеев, Айрат Набиулин, Андрей Бабатьев и Фаниль Хисамбиев. На главном Майдане были отмечены и лучшие работники различных отраслей Мамадышского района. Почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации был удостоен корреспондент районной газеты «Нухрат Вятка» Николай Михайлов. В местной редакции он трудится уже более 20 лет. Я очень рад этой награде и хочу выразить благодарность своим коллегам и родным, которые всегда были моей поддержкой и опорой. Главный советник управления по работе с территориями аппарата президента Республики Татарстан Ришат Зинатуллин поздравил мамадышцев от имени временно исполняющего обязанности президента Рустама Минниханова. Мамадышский Сабантуй также посетила московская делегация. Председатель Татарской автономии Московской области Фарид Мухтасаров, глава администрации сельского поселения Тарасовского района Московской области Элеонора Чистякова, начальник отдела культуры управления Пушкинского района Евгения Фирцман. Они признались, что восхищены городом и в память о встрече преподнесли картину своего местного художника. Как мы все знаем, да, просто так ничего не говорят. Поэтому мы, когда сюда ехали, мы были уже убеждены в том, что действительно это так и есть. Ну, а это подкрепилось, наверное, в стократном еще масштабе. Вот за 2 дня, которые мы здесь вот второй день проводим, мы, конечно, восхищены и в какой-то степени удивлены. Не так часто мы выезжаем в глубинку нашей России. Вот. Ну и, наверное, еще и горды тем, за вас горды. Горды именно за Татарстан, за жителей Мамадышского района.
вы все вместе делаете очень много, поэтому, когда есть взаимопонимание власти, населения, когда люди любят то место, где они живут, вкладывают в него всю душу, берегут его, да, получается вот замечательно. Вы рады гостям, мы это чувствуем, мы это видим, мы встретили действительно прекрасный прием, мы посмотрели ваши социальные учреждения, мы убедились в том, что вы заботитесь обо всех, тем, кому трудно сегодня, да, кто попал в какую-то сложную ситуацию. Вы умеете работать и умеете прекрасно отдыхать, и у нас есть чему у вас учиться. Мамадышцы принимали участие в традиционных для Сабантуя состязаниях – беге в мешках, с яйцом в ложке, с коромыслом, беге с тачками, перетягивание каната, ловле рыбы и во многих других. Водили хороводы на национальном подворье. Праздник очень замечательный, так много народа, но правда ветрено, но это нас не пугает. Везде пахнет шашлыком, так и охота прямо съесть побольше. Были организованы и новые увлекательные конкурсы, где участвовали как самые юные мамадышцы, так и люди постарше. Стреляли из лука, ловили по всему Майдану кроликов и петухов. Традиционно работали фольклорная и эстрадная сцена. Одной из самых ярких площадок была детская, где проходил Сабантуй для самых юных жителей нашего района со своей концертной программой, играми, конкурсами и подарками. Знаете, праздник потрясающий, хоть и погода сегодня, конечно, немножко омрачила вот этот день, да, но на самом деле мне очень все понравилось. Все буквально организовано, все на высшем уровне, да, вот потрясающе. Всем спасибо организаторам, да, огромное спасибо. Мне очень нравится, и в следующий раз приду обязательно вот на этот Сабантуй Мамадыш. На празднике активисты движения вместе с президентом организовали площадку «Спортивный Татарстан», где каждый желающий мог попробовать свои силы в сдаче норм ГТО. Самому взрослому посетителю площадки было 83 года, самому юному – 3. Движение «Мы вместе», мы можем поддержку инициатив президента. Сегодня открылось с 8 утра, и уже около 9 часов мы приняли уже, наверное, около 20 человек. Жители Мамадыша и гости очень активно приняли участие в сдаче нормативов на площадке «Спортивный Татарстан». Приходили даже с семьями, принимали участие. У нас был самый маленький посетитель, которому было 3 года. Тем не менее, он тоже с удовольствием прыгал, хотя не мог поднять гирю, но он ее пытался что-то как бы даже сдвинуть с места. Вместе с другими участниками нормы ГТО сдавал и глава района Анатолий Иванов. Я отношусь очень положительно. Это ГТО мы начали еще в районе 3 года назад. Это у нас в виде, значит, соревнований между классами. Это те же элементы были, что ГТО. Это очень здорово. Здесь практически участвуют все учащиеся. Это, во-первых, их закаляет. Во-вторых, это спорт, это здоровье. Так ведь? Поэтому очень здорово, что восстановили это ГТО, когда вот мы были молодыми, когда учащимся. Мы же все это выполняли эту норму. Это возрождение было очень правильное. Посетил праздник в нашем городе и любимец татарской публики Айдар Галимов. Он выступил для мамадышцев с 2-часовой программой. Несмотря на большое количество заказов, популярный певец выбрал Мамадыш и не пожалел об этом. Я скажу честно, столько приглашений было. Тут у нас какие-то дружеские отношения, которые сложились не первый год. Наверное, все равно вверх взяли чисто человеческие отношения, добрые отношения со стороны администрации. И они как-то по-особому, по-теплому пригласили, и мы решили сюда приехать. Не жалею, абсолютно не жалею. Сабантуй везде по-разному. Везде наш народ, везде праздник, он такой, как бы общий. Но везде свои нюансы есть, свои прелести есть. Здесь доброе такое, спокойное, доброе такое отношение, добрый такой Сабантуй идет. Иногда бывает такая суета, слишком много народа даже, а здесь мне показалось поспокойнее и интереснее. Еще одним ярким моментом праздника стало выступление канатоходцев из Дагестана. Вот уже 2-й год подряд они приезжают в наш город, чтобы продемонстрировать свою программу. Мамадышцы наблюдали, как смелый дагестанский мужчина проходил по канату на стуле с помощью обруча и даже на велосипеде.
Отметим, что все трюки эти отважные люди совершают без страховки. Представление было очень захватывающим. В конце программы канатоходцы поделились с нашей съемочной группой тем, что они прекрасно себя чувствуют и на высоте в 50 метров. Оказывается, чтобы стать профессионалом, нужно всего лишь год усиленных тренировок. Не страшно, я с детства уже давно здесь занимаюсь этим делом. А так ничего не страшно. Площадку на главном Майдане разделили между собой любители гирьевого спорта, армспорта и, конечно же, желающие стать абсолютным батыром Сабантуя. Национальная борьба проходила напряженно. Каждый был достоин этого звания. Однако лучшим среди подростков стал Михаил Миронов. На самом деле Мамадыш как 2 года уже здесь как бы стало, можно сказать, мой, не второй дом, можно сказать, уже мой родной дом стал уже, можно сказать, как бы здесь ведь будут пережить, выступать за Мамадыш. Даже на самом деле приятно выступать за Мамадыш, что здесь такие люди отзывчивые живут, помогают, добрые, каких бы либо там позиций плохих в свою сторону я ни разу не замечал, все с уважением относятся, каждый тренер там подходит, вкладывают все понемногу. Ну, вот Алипову, Петрову, Матигулину очень большое спасибо за поддержку. Все поддержат на самом деле. Абсолютным батыром среди мужчин стал Максим Степанов. Этот титул он завоевывает 2-й год подряд. По словам самого сильного мамадышца, с каждым годом соревноваться становится сложнее. Подрастает молодое поколение сильных борцов. Максим Степанов стал обладателем премии в 50 000 рублей и барана, которого достойно пронес на плечах, совершая круг почета. С победой его поздравила и главная красавица города. Напомним, в этом году впервые по инициативе общественной организации татарских женщин «Околфак» состоялся конкурс «Татар-Кызы». 14 жительниц Мамадыша в возрасте от 15 до 25 лет боролись за звание главной красавицы праздника. Мамадышским девушкам пришлось доказывать, что именно они лучше всех знают традиции и культуру народа, готовят национальные блюда, талантливо поют и танцуют, умело вышивают. Представителям жюри было сложно сделать свой выбор, ведь все конкурсантки были достойны звания самой красивой жительницы Мамадыша. После долгих обсуждений выбор был сделан. Титул «Татар-Кызы» 2015 отдали девушке из села Улуяс Лейсан Фатиховой. Я очень рада, что жюри выбрало меня, хотя в конкурсе участвовало много достойных девушек. Конечно, я очень старалась, шла к победе и сейчас очень счастлива. Поделился эмоциями от победы и Максим Степанов. Пока небольшом нахожусь в шоке, но хоть не первый раз здесь выигрываю, но тем не менее с каждым годом все победа сложнее и сложнее дается, потому что молодое поколение подрастает, дает бой, и довольно-таки сложно с ними уже соревноваться. Ну, к этому готовишься, к этому стремишься. И я готовился, я стремился, и вот сегодня что получилось. Сабантуй прошел на славу. Подтверждение этому неподдельные эмоции мамадышцев. Понравился праздник и московским гостям. Ответный визит жителей Мамадышского района в город Пушкино совершат уже на этой неделе.